Колыма. Какие у вас первые ассоциации, когда слышите это? Скоро будет век, как Колыма получила печально известную славу, и до сих пор у большинства людей ассоциируется чем-то страшным и ужасным. А я вам скажу, не столь ужасна и страшна эта история, она скорее трагична. Сегодня, отправляясь в очередное путешествие по Колыме, мы постараемся вам показать иную сторону Колымы, открыть истинное лицо Колымы. Раскинувшись на стыке двух регионов, она богата красотами, уникальными местами и настоящими неиспорченными людьми. Наш путь начинается с города Якутск и завершится в городе Магадан. Поверьте, после просмотра этого фильма вам обязательно захочется посетить эти два региона. Ну что ж, лайк авансом, заварите себе вкусненького чая и погнали! Крайний раз, когда мы ехали по трассе Колыма, мы ехали на старом москвиче 75 года. На этот раз у нас современный автомобиль, который подготовлен еще лучше. Мы решили рассказать о трассе Колыма именно с туристической точки зрения, рассказать ее интересные места уникальные. Все, что есть в регионе, очень уникальное на самом деле. Казалось бы, для нас обычные вещи, мы на это даже внимания не обращаем. Не, ну просто общий суммарно 270. 280. Пресс-конференция закончилась, у нас очередное путешествие, приключение начинается. Команда про путешествие снова в деле. Впереди непростая миссия – показать настоящую колымскую трассу и разрушить все стереотипы, которые годами окружали это легендарное место. Мы отправляемся в экспедицию, чтобы раскрыть туристический потенциал одного из самых суровых маршрутов России. Без мифов, без привлечений, только реальность. Надеюсь, еще у ребят перенять опыт их съемок, это тоже будет полезно для дальнейшей деятельности. В путь выходим два экипажа. Мой проверенный и надежный Land Cruiser 200 и танк 300 от компании Arctic Trucks. Ему предстоит пройти серьезные испытания в условиях дикой и непредсказуемой Колымы. Сейчас надо еду загрузить. У нас есть партнер, сибирский гурман, и у них мы всегда берем чебуреки. Важная часть любой экспедиции – это провизия. Мы используем проверенную временем технологию. Берем замороженные полуфабрикаты, храним их в холодном боксе и готовим порционно ровно столько, сколько нам нужно. Для этого мы используем мультиварку. Просто надежно и удобно. Андрею подарили якутский нож. Сейчас подарили? Здесь? Да. Якутский. Что написано? Про путешествие. О, это прям ваш бренд, да? Китайцы вообще, конечно, не предназначены для того, чтобы в них вставляли картон. Придется делать несколько коробок. Заправляемся. В Якутске у нас сейчас дизельное топливо 80. Так, девчонки, сейчас вас видно будет. Общий объем бака 270 литров. Два бака, один дополнительный. Сейчас заправляю 150 литров, чтобы машину сильно не грузить. Там у Текёля, у Туймада есть заправка. Там дальше заправимся по горлышку. Ну что ж, друзья, у нас выезд из города все-таки состоялось сегодня, хотя это было непросто. Представьте, еще неделю назад я не знал, что меня ждет такая вот далекая прикольная экспедиция. И вот сейчас мы уже все стартуем, почти собрались. И с Мирланом попробуем сделать совместные выпуски. Мы давно хотели придумать что-то такое снимать, чтобы вместе... Ну, я больше буду операторствовать, Мирлан больше будет рассказывать. У меня, смотрите, вторые окна, лобовое второе, все заклеено, все утеплено, в машине жара. Танк вообще не утепленный, мы ему максимум будем одевать одеяло и картонку перед радиатором. И все, выезжаем через зеленый лог, так ближе. Ребята нас ждут уже на той стороне, в Нижнем Бесяке. У нас сегодня первая контрольная точка – это Хантага. Вот перед вами зимние наши автодороги, которые мы очень ждем в осенний период, когда происходит ледостав. Потому что не надо уже использовать летом паромы, спокойно сел и поехал, как по трассе шоссе.
и ты на той стороне, на федеральных трассах. Якутск от федеральных трасс отрезан рекой Лена, по которой мы сейчас едем. Да-да, вы не ослышались. Мы едем по льду реки Лена, по зимнику Якутск-Нижний Бестях. С начала декабря и до середины апреля здесь действуют сезонные дороги, которые обслуживает компания «Мороз-Дожстрой». Зимник – это временная дорога, проложенная по замерзшим рекам, озерам и болотам. И если вы не знали, Якутия занимает первое место в мире по количеству зимников. Причина проста – здесь самые продолжительные и крепкие морозы. В пиковый период грузоподъемность льда может составить до 60 тонн. Сегодня в ночь с 18 на 19 происходит крещенское купание. Я сначала расстроился, что придется это пропустить, но Мирлан меня обрадовал, говорит: Игорь, завтра в Аймиконе покупаешься. Проехали населенный пункт, деревню Норагана. На трассе мороз давит. Это как ощущается? Во-первых, у нас вместо показания температур на табло теперь черточки. Это значит, что у нас ниже 45. Несмотря на то, что у меня тут залита тормозная жидкость минус 70, все равно они стали тугие. У меня сейчас коробка в ошибку ушла. Я думаю, это из-за холода просто. И она, наверное, когда машина перезагрузится, перезапустится, это должна ошибка уйти. О, точно, ладушки. У нас граница Улусов. Заезжаем в Чурапчу. По доброй традиции обязательно кормим духов. Чтобы у нас в дороге все было хорошо. И благодарим. Спасибо. И можем все, путь смело ехать. Его не было, в этом раз он появился. Это Кёль. Наконец-то 8 часов вечера. Пойдем покушаем. Проголодался, Мирлан? С утра не завтракал. Да что-то этими чебуреками как-то так хорошо. Я тоже наелся, в принципе. Ну, сейчас, если Съели чебуреки, подогреты на торпеде. что-нибудь жиденькое, если или... Я 2 раза заглохал. Что, реально? Да. Я просто запустился, она едет нормально, потом как будто я еду, газ нажимаю чуть. Ты помогаешь. У нас сегодня это вторая переправа по реке Алдан. Это самый большой, крупный приток нашей реки Лена. Здесь сейчас Алдан перейдем и получается до Ханвиги чуть-чуть, ну, можно сказать, доехали. Время уже 10:20 и где-то через 40 минут, наверное, уже будем на месте. Да? Летом тут паромы ходят. Самые такие паромщики здесь говорят. Отечная резина не любит резкое торможение. Ну что, мы, как и предполагалось, 10-11 часов ночи доехали до Хандыги. Это наша первая контрольная точка. И сейчас задача расположиться, машины в теплый гараж. В Хандыге можно узнать, сколько раз за зиму выпал снег. Потому что Хандыга топится у нас углем. И вот, если можете посмотреть сейчас справа, выхлоп такой идет. И вот она черным таким оседает на снегу. И как слоеный пирог. Черные линии есть. Я ухожу в мир иных пусть. Вот в таком симпатичном гостевом домике размещаемся. Уставшие все с дороги. Но чем хорошо в цивилизации? Вот едешь, казалось бы, трасса Колыма, а потом приезжаешь, а тут вот такая цивилизация. Это, конечно, Контраст. Ну что тогда? Да? Давай, Мирон, ищи лучшие места. У нас стол накрыт даже, да? Или здесь на диване, Игорь. кто-то может... Я могу здесь лечь на диване, мне главное, чтобы никто не храпел рядышком. Если такое возможно организовать. Тебе не
повезло. Высокие запросы сразу могу сказать. Беда всех экспедиций. Ну, очень вкусно. Спасибо за гостеприимство. Да, вообще, Хандага всегда нас встречает именно вот так гостеприимно. Когда приезжаешь, как будто дома. Это вот Галина. Уже свой человек здесь, в Хандаге. Давно не виделись, да? Ну, это хорошо или плохо? Хорошо. Хорошо, что хорошо. Холодное блюдо. Ой, Это мы зря уже наелись. Ну что, укусишь коня? Язык оленя и рулетик. Это Мирлан. И странно, как он еще держится и не кусает лошадь. Я уже свою съел. Ну ладно, приятно. Она не Так, будет. разложи помощник. Тир. Ну, что-то Это Хариус. Тир. Да, сейчас еще Хариус сейчас замороженный. Да? Еще Хариус строганина. 511. Километр. Если бы в обед мы отсюда выедем, ну, навряд ли мы Да, доедем. конечно. Часа в 2 ночи Мы доедем. сегодня во сколько выехали? С города? Да, полпятого. Выехали полчетвертого. В 3 из города. Ну, мы с Бестяхи сорвались где-то полчетвертого. Вот. И ехали мы сколько километров? 400 с чем-то? Да, Ну, всё, а там 500 с хвостиком. Ну, Выйдем не в забывай, час. тут какая дорога, а там сейчас... Так время 23-26. Какая дорога? Такая же, мы ехали не спеша. Мы не... Сладенько становится. Шляпная была. Вкусно. Детство, сладкую картошку. Галина печет нам якутские оладушки в дорогу. Отличные дороги, ребята. Ну, всего хорошего, чтобы у вас было. Самые вкусные якутские оладушки. Доброе утро, Хандага. Хандага – поселок городского типа, административный центр Тампонского улуса. Он расположен на правом берегу реки Алдан, одного из крупнейших притоков Лены. Хандага была основана в 1939 году. Ее создателем стал Карпов, начальник строительства дороги до Эмикона. Но с открытием золотоносных месторождений на реке Колыма возникла необходимость о транспортном освоении этого края. И уже в начале 40-х годов с приходом Дальстроя поселок начинает активно развиваться. Появляются автобазы, электростанция, почта, аптека и даже школа в 1942 году. Сегодня в Хандаге проживает около 5200 человек. Поселок продолжает выполнять важную роль административного центра Улуса. Кроме государственных организаций, здесь работают горно-геологический техникум, больница и музыкальная театральная школа в необычном арт-здании в виде летающей тарелки. Но самое главное богатство Хандаги – это люди. Сильные, счастливые и талантливые. И с одним из них мы сейчас с вами познакомимся. Друзья, мы приехали в спортзал, где сейчас нам проведут мастер-класс по масс-рестлингу. Это национальный вид спорта по Якутии, это перетягивание палки. Меня зовут Сергей Фролкин, я являюсь мастером спорта международного класса по масс-рестлингу. Мы находимся сейчас в здании Дюша имени Лебедева. Я работаю здесь заместителем спорта, курирую спорт, с тренерами работаю. Детишки, у нас 11 видов спорта здесь, в этом здании. Мы, в общем, работаем во благо спорта в нашем районе. Про масс-рестлинг хочу рассказать. Это издревле национальный вид спорта. В старину наши предки саха выступали. Еще есть хавсагай, но на всех традиционном празднике выступает. Это единственное в мире единоборство бесконтактно называется. То есть, если хотите узнать, кто сильнее, вот все масс-рестлинг. Последний чемпионат мира проводился в Кыргызстане, Иссык-Куле. Там набралось более 300 участников. Вот, то есть, очень стремительно популярный вид спорта сейчас в России и за рубежом. То есть, он берет либо захват есть. Внутренний есть. И должен быть разнохватный вот такой. Есть наружный хват. Настройка. Вот так. И то есть и вытягиваешь. Это счет 1-1 стал. Еще есть момент такой есть. Можно повалиться. Вот так садятся. Вот.
упал. И тоже считается? Да. Если вот касается, ну, 2 точки, здесь касание, ты проиграл, еще вот такой есть. Допустим, нога ушла вот так. Тоже считается выше. Кровь движения. Вперед, чик! Вот. Нога пошла. Опа, вот. Не подали, да? Полегче, да? Все. Готово? Вот. Ногами тоже работайте, ногами, спиной, воу, так. Так, раз, пока держит. Опа! 1-0. Финал. Оба! Чик! Нога пошла. Опа! И счетом 2-0. И становится абсолютным чемпионом Дюша. Дали руки. Начальник надо проиграть. Очень хороший вид спорта, но точно надо разминаться хорошо. Все, друзья, наглядно видели масс-рестлинг, что из себя представляет. Вид спорта, казалось бы, на свою простоту, но очень много энергии. И участвуют все группы мышц, тут подготовка очень серьезная нужна. И травмы может случиться, но я вот сейчас 2 раунда потягался, и такое ощущение, как будто я пробежал там 10 километров или 5 километров. Даже дыхалка немножко сбилась. Занимайтесь спортом. Самое необычное здание во всем Дальнем Востоке, да и, пожалуй, во всей России. Летающая тарелка в Хандыге. Что она из себя представляет? Пойдемте посмотрим. Мне кажется, что она вот действительно, как люди в черном смотрели, когда-то она порвется у вас и улетит. Это Вячеслав Анатольевич Штыров. Он инициировал как раз вот этот вот замечательный проект. Да, это его была мечта, видимо, там. С преподавателями немножко было сложно. Сейчас появилась девушка, она как бы... У нас есть фотограф хороший. Идите к нам преподавать, да? Можно Саша встать. В родном континенте берем. Помимо искусств, здесь еще фотографии обучают детишек. В 2018-2019 году открыли новое отделение театральное. При этом отделении открыт театр кукол. Тоже проект. Я Андрюху нашел. Здесь не только играют, но еще и ведут воспитательную с детками нравственную работу. Это Андрюшка, это кто? Это Вовка в 39-м царстве. Общеразвивающие вот у нас есть графика и дизайн. Очень интересное отделение. Тоже мы где-то года 2 или 3, наверное. Ну, порядка, наверное, 5-6 новых отделений мы за последнее время открыли. Немножко реанимировали. Все вот учреждения культуры, спорта, образования могут принять участие на грантах и получают Конкурс да, социальных по своим проектам они получают поддержку. Большая грантовая поддержка, может, интересно. Максимальная сумма какая была? Ну вот у меня, например, проект кукол был в 2021 году, 1 075 000. Теперь мы знаем, когда у Богдана день рождения. Дата открытия нового здания школы. Год совпадает. Ну, Штуров молодец, конечно. Да, он очень помогает нашему району. Вчера гирлянда вылезла на табло. Пытаемся, под рукой сканера нет дороги, пытаюсь скинуть его народным методом. Клемму скинули, это должно помочь, а посмотрим. Вуаля, все помогло.
Что ж, друзья, мы выехали из гаража. Тайсон уже втянулся в дорогу, он уже нормально все, у него все хорошо. Мне чуть-чуть подтравило левое колесо заднее, это, я думаю, из-за того, что там герметик, наверное. Когда позапрошлом году в последний раз колеса делал, ну, герметиком вмазать, это желательно вообще каждую зиму перед зимой делать. Но имеем, что имеем. Самое главное, мы начинаем движение. Сейчас заправляемся и в путь в сторону Эмикона. Что там, курдак кушаете? А мен неме Магаданга бартам. Жеттіңербі? Бары жақсы, апа, қазалат болуыңыз, бары неме, все штатный. Вот за что я люблю новые достижения, что можно с Кыргызстаном общаться по видеосвязи просто так легко и просто, когда связь хорошая. И это дает, ну, и мама спокойная, и я спокоен, и как будто вот рядом стоит, разговариваешь. Мы тем временем уже выезжаем, покидаем Хандагу. У нас сейчас по плану проехать 200 километров и покажем вам гостевые домики, кафешка, и где можно вот остановиться и нормально. Потому что раньше как бы только выезжаешь из города только Хандага, либо теплый ключ. А сейчас получается после теплого ключа есть место, где остановиться почти что в дикой природе. Это замечательно, это для туристов, для вас, мои друзья, это вообще отличная новость. Погода сегодня прелестная, минус 30. А это вот перед теплым ключом пробник асфальта, так сказать, экспериментально тут 5 километров что ли положили асфальта, как себя она поведет. По идее, через какое-то время вся колымская трасса превратится в вот такую федеральную дорогу. Черный прижим, желтый прижим убрали, сейчас очень активные работы ведутся в Заячьей петле. В ближайшем будущем, наверное, колымская трасса потеряет статус самой опасной трассы мира. Раскачали в теплый ключ. Заправка в сторону Эмикона, дальше никаких заправок до Кубы. Кубеме, это всем известная заправка, кафешка Куба. Грубо говоря, отсюда 400 километров и от Кубы до Ушнеры 400 километров. Это единственная точка цивилизации. Была единственная. Поднялась резко, да, температура? Надо слишком утеплили, надо морду немножко приоткрыть. 33 градуса, у меня морда закрыта. Я еще картонку даже не ставил. И все равно набегающего потока ему не хватает. И вот так неожиданно открываются шикарные виды. Горы сразу возвышаются над дорогой. Здесь, конечно, надо сделать красивый кадр. Вот этот поворот ведет Батагай, Тополиной, далее Верхоянск. До Тополиного дорога хорошая, круглогодичная, после Тополиного. Далее идет только Зимник до Батагая. Сначала по реке Нельгесе, по-моему, если мне память не ошибает, и потом по тайге. Первая туроперация сказала, что там встречки нет и можно пропускать. И вот мы благополучно это проехали. Это место называется Саман-ручей. Тут есть маленькая речушка, которая не замерзает даже самые морозы, даже когда 70 бывает здесь. И тут люди останавливаются, привязывают веревочки, оладушки оставляют и просят этих мест помочь им в дороге. Главное попросить и отблагодарить, что это земли тебя приняли. Местные традиции надо соблюдать, когда особенно ты в такой дороге. И обязательно по доброй традиции, чтобы водичку попить. Здесь вода никогда не замерзает. И вот так она в любой мороз парит. Чтобы энергию этих мест получить, нужно и немножко освежиться. И обязательно здесь все останавливаются.
И вода тут очень вкусная. Все темнеет, нас ожидает далекая дорога. Уже снимать будет, наверное, нечего. Просто ехать, ехать и ехать. Часов 6, 7, 8, наверное, не знаю. Зарядившись энергией этих мест, мы продолжаем двигаться дальше. Как вы знаете, на севере световой день очень короткий. А впереди нас ждут участки дороги, которые раньше считались по-настоящему опасными. Желтый прижим. Сегодня его можно проехать, даже не замечая. Черный прижим. Теперь из опасного здесь остался только затяжной подъем. Но еще совсем недавно эти места были опасным испытанием для любого водителя. Узкие прижимы, где могла разъехаться только одна машина. А сегодня черный прижим представляет собой обычную дорогу, которая отвечает всем современным нормам. Мы доехали 640 километр трассы, и вот тут видим 3 домика Афрейм. Можно спокойно здесь остаться, переночевать. Тут скоро очень такое база будет, оказывается. Этнокомплекс называется Ода. Тут летом вообще такая красота вокруг гор, можно приехать вообще даже отдохнуть на пару дней, зарядиться силой этих мест называется. Давайте сейчас мы вам подробно покажем, что тут есть, что нет. Ну, действительно, в Колымской трассе она открылась почти 2 года назад, оказывается. Ну и, собственно, 2 года и не были на Колымской трассе. Три гостевых домика сейчас. Двухэтажные Афрейм домики. Планируем якутский балаган построить. Потом баню строить будем. И гараж на 4 места. Хостел в сутки 2000 человек. Маленький домик до 6 человек, там 15 тысяч. А большой домик до 8 человек 20 тысяч. Съехали с федеральной трассы Колыма. Сейчас у нас впереди несколько речек, Томтор и Даймикона. Сегодня доедем до Тамары Егоровны и будем у нее ночевать. И еще информация такая: заячьей петли теперь нет, ребята. Я последний раз, когда проезжал по этой дороге 2 года назад, это был, пожалуй, самый опасный участок трассы, который оставалась по Колымской трассе. Теперь это хайвей просто. Теперь можно проехать на любой машине. Все, добрались до Томтора. Время 9:56. 10 часов. Мирлан едет очень хорошо. Как тебе дорога? Не устал? Отлично, все хорошо. Ну, Мирлан на опыте, он вообще не устает от такой дороги. Ну, чуть-чуть, если разве что. Ребят, что затянуло? Да, что там? Мы сейчас хотим градусник выставить, потому что у нас просто отключился этот термодатчик. Он не показывает ни 40, ни минус. Мы доехали до Томтора, все хорошо, все в штатном режиме, и холодно очень, даже машина там 2 точки только показывает. И вот хочу вам рассказать наглядно на примере 2 машин, да, почему в Якутии мы так утепляем машины. Что касаемо стекол, везде делаем двойные. Что касаемо лобового, тоже двойные. Вот у нас 2-я машина вообще не утеплена ничем. И вот можно посмотреть, как стекла у него замерзшие, и где только дует печка, там только немножко так окошко. И лобаш тоже, где печка дует, вот там какие-то амбразуры. А у нас все, обзор 360. Сейчас пофоткались.
Немножко поснимали, а нос чуть не отморозил. Сколько мы были? Минуты 2, наверное, на улице побегали. Мы реально сейчас купаться поедем, да, Мирлан? По плану, сегодня же воскресенье, крещение, и команда изъявила желание, что сегодня должны купаться. Все хорошо, все отлично, у нас все нормально. Компрессор не хочется расчехлять в такой мороз, сейчас все шланги полопаются, провода полопаются. Левое колесо опять подсусилось, но не критично, там где-то 1,2 атмосфера осталось, наверное. Приехали заправиться в поселок в Томторе. Тестим компрессор Arctic Trax. Все, накачали. Видите, шланг как задубел. Мы сейчас его аккуратно в салон положим, когда он отойдет, тогда его соберем. Вот они, якутские лошади. Они минус 60, в любой мороз сами себе корм добывают. Ходят такие красивыми ресничками. И особенность якутских лошадей в этом. У них очень густая шерстка, и они практически в любой мороз не мерзнут, они на улице сами по себе ходят. Единственная задача конюха — это стряхивать со спины лошади снег. Потому что этот снег, она начинает таять от тепла тела лошади. И потом начинает замерзать. И от этого может лошадь заболеть, простудиться. Вот сейчас лошадь табунит. Они вот сами подножный корм себе добывают, вычерпывая снег. И вот свободно пасутся в минус 60. Мы с Мирланом еще сейчас поняли, что ни разу еще не были в таком морозе. Ни Да, я, это, ни он. ну и абсолютный рекорд, минус 63. В прошлом году, когда я приезжал в Томтор, было минус 58. Самое такое значение. А сегодня очень холодно. Ночь приезжаем. То есть мое тело реально первый раз в Я таком вообще морозе хочу, чтобы там где-то 65-66. было сегодня. Ну, за ниже минус 50 это вообще другая жизнь, это другие условия. вообще. Это как будто в другой мир попадаешь. Все по-новому, все по-другому ощущается. Открытый космос. Друзья мои, мы доехали до Аймикона, полюс холода. Это доказывает тот факт, что мы стоим перед стеллой. От этой стеллы ровно, по-моему, 3 километра до самого поселка. И там будет стелла полюса холода. Картонку убрали, перегреваться стал. Картонку ставишь, холодно. Что за китайский автомобиль, а? Что ж, друзья, добро пожаловать в Аймикон, полюс холода. Это бык холода у нас. Возле стеллы нас встречают. Сейчас, скорее всего, в гараж нас сопроводят и на этой машине заберут. Это у нас новая стелла, полюс холода. Вот, там бык стоит. В якутской мифологии бык холода называется. Когда первые морозы, у быка холода обостряется первый рог. И когда вот 20 числа, 22 числа января обостряется второй рог. Это значит самые лютые морозы. И где-то в середине, в начале февраля у быка холода отпадает один рог, а потом в начале марта второй рог отпадает. И значит, когда теплеть начинает, у народа в Сахаре говорится, что у быка холода отпал второй рог. Все, теперь тепло. Что, палатка стоит, печка топится, направляем свет на наши. Она даже подмерзла. Обычно же она течет здесь, да? Смотри. Да, Маленькая дырка осталась. Печка жарит. Ну что, здесь жарко внутри, прикольно. Палатки. Вообще хорошо сделано. Можно спокойно расположиться, раздеться, одеться, выбежать, забежать.
15 операторов, один Мирлан. Мы как будто на бой его выпускаем. Нашли крайнего на крещение искупаться. Все, идем, спокойнее. На дворе минус 63, вода, температура около нуля. Будем греться в воде. Ребята, с праздником! Вода реально теплая. Не, погуляй, погуляй. Не холодно, но волосы уже как замерзли. Давай тапочки. Прохладно, да, Мирлан? Сейчас-то понятно, ты на Вообще эмоциях. нормально. Адреналина Либо нет. нет. Вот это вообще нормально. С Богом, православным. Тони Робинсон, последний. Да, охуенно, кстати. Думал, хуже будет. Тоха, надо по новой, ты этот не покрестился. Пока мы переодевались, трусы на улице буквально за минуту превратились вот так. По-хорошему их, наверное, можно и сломать. Давайте попробуем сломать. Нет, не ломается. Значит, не так уж холодно было. Ну что, друзья, у нас программа максимум на сегодня сделан. Мы приехали, доехали до полюса холода Аймикон. Мы даже сегодня успели искупаться. Сегодня крещение. Всех православных, кстати, поздравляю с праздником. Про меня что? У меня чисто спортивный интерес. Я адреналиновый, как сказать, за острыми ощущениями. И там не надо писать, что там вот такие. Но всех с праздником. Мир у нас большой, разные конфессии есть, поэтому все должно быть как бы с пониманием. Все, мы сейчас машины в гараж и едем спать. И я думаю, что нас еще ждет сегодня очень вкусный ужин, скорее всего. Море и горы, но всегда вкусно, всегда сытно, всегда тепло. Вот мы на месте. 64. Градусы, да? На градуснике, даже 64. Друзья, смотрите. Аймикон. Точка на карте, где зима не отступает почти никогда. Это полюс холода. Самое холодное место на планете, где продолжают жить люди. Зимой температура опускается ниже минус 60. Дыхание превращается в лед, а тишина звучит громче слов. Земля под ногами – вечная мерзлота. Она не оттаивает даже летом. Жизнь здесь – постоянная борьба с холодом. Машины не глушат сутками. Дома утепляют как крепости, а продукты хранят прямо на улице.
Но несмотря на суровый климат, люди остаются здесь, потому что Аймекон – это их дом. Чистый воздух, бескрайние просторы и особая тишина севера создают атмосферу, которую невозможно забыть. Название Аймекон переводится как «незамерзающая вода». Рядом находятся горячие источники, которые не замерзают даже в лютые морозы. И здесь не просто научились выживать. Здесь сумели превратить экстремальный холод в узнаваемый бренд. Аймекон – это не просто холод, это характер, это сила. Это место, где человек доказал, что способен побеждать стихию. Своим примером это доказала местная легенда Тамара Егоровна. Она показала, что даже в самом суровом месте на планете можно не только жить, но и находить возможности развиваться и идти вперед. Доброе утро, друзья! Приветствую вас всех с Аймекона. Мы в гостях у легендарной, можно сказать, женщины Васильевой Тамары Егоровны. Человек, который создал бренд Аймекон «Полюс холода». Меня зовут Васильева Тамара Егоровна. Я краевед, член Русского географического общества, также председатель общественной организации «Историческая память» по Аймеконскому району. Поэтому занимаюсь историей своего улуса. Коренная аймеконка, полюс холода Аймекон. Это было открыто в 1926 году Сергеем Владимировичем Обручем, когда он вынужденно со своей экспедицией остановился здесь в октябре-ноябре и измерял температуру. И тогда он среди ученых поднял вопрос. Оказывается, есть местность холоднее, чем Верхоянск, поэтому нужно расширить территорию наблюдения и открыть метеостанцию. Итак, в 1929 году открылась метеостанция. Есть определение: полюсом холода может стать та местность, где проживают люди продолжительное время при абсолютно низких температурах. Продолжительное время. Вот это нужно подчеркнуть. Здесь в Аймеконе можно ознакомиться с официальными документами. Второе, здесь мы показываем породы якутских лошадей. Это очень выносливые животные. Можем якутские коровы показать. Здесь у нас есть персонаж Чесхан, хранитель холода. Но когда гости приезжают, когда их много, я не обращаю, вот кто у меня в гости пришел. Я не знаю даже. Оказывается, у меня был Том Харди. Ночевал, да? Я пожилой человек, а Том Харди-то не знаю же. Так, ну всех приглашаем на полюс холода. Бегом, бегом. Как свежо-то на улице, а? Но мы чуть прогулялись до гаража. Я вам скажу, ребята, очень бодренько. Ну что ж, у нас миссия, как говорится, выполнена. Мы все сделали, все по плану. Выдвигаемся в сторону Уснеры. Торопимся, потому что при свете дня надо показать и рассказать вам про всю красоту Колымской трассы. На севере солнце светит очень ярко, она практически с горизонта тебе светит. Поэтому поехали и давайте смотреть эту красоту вместе. Уезжая из Аймекона, хочу обратиться ко всем без исключения. Если у вас когда-нибудь будет возможность, обязательно приезжайте на полюс холода. Аймекон – это невероятный, по-настоящему мощный опыт. Он меняет восприятие, проверяет характер и остается с вами надолго. Поверьте, после этой поездки вы будете смотреть на мир совсем иначе. Полюс холода. Оторвал крепление, ребят. Сильно не наматывай, просто намотай и все, побольше. Вот такие же сильные, просто. Я просто наматываю, я не натягиваю.
грузовик стоял. Вот, Они уголь возят. И у него, видишь, сзади что-то случилось. У них ремонт получается, да, то, что они Делается. на этом. Помаши. Здравствуйте, ребята. Как у вас? Здравствуйте. Продвигается ремонт. Тормоза, да, или подшипники? Ступица? Так, друзья, происходит ремонт на морозе. Вокруг машины большую юбку одели и туда внутрь пушку. И вот так работают. Или иногда вот обычным синим тентом импровизированный навес делают, где они работают. И вот уже вот улица и внутри этого тента разница уже там доходит до 10-15 градусов. Если туда еще обычный бензиновый паяльник ставят, и вот оно уже там можно будет немножко покомфортнее поработать. Вот и так и пилится на ходу с телефона сторисы. Чтобы эти сторисы посмотреть, надо подписаться на мой инстаграм, где выходит все актуальное в сторисах в режиме почти реального времени. Морда сильно закрыта, и вот на подъеме мотор начал перегреваться, и срочно порядка остановились. Одну сторону, половину радиатора открыл, температура уже сразу рабочая. Юра. Че, парник? Дрона поднимем сейчас. Я опять перегрелся, Да? открыл полностью. Ну что ж, друзья, мы подъехали к легендарному месту. Это кафе Куба, или заправка Куба. Тут речка есть, Кубеме. И тут все. Раньше бочка стояла такая большая, с наклейками множество путешественников, которые копилось лет 30, наверное. И вот эту большую бочку, вот, типа такая бочка стояла, и вот внутри бочки сидел оператор. Эту бочку убрали, осталась вот эта стена теперь. А бочку с таким, легендарную бочку куда-то дели. В прошлый раз у меня не было наклейки с собой своей, а сейчас она есть. Ну, тоже пойдем наследим на заборе. Холодно очень.
видишь, сейчас если бы я сейчас дальше проехал бы, не остановился бы. Он бы в нас бы влетел. Не он, а его жопа влетела бы в нас. Ну, место для маневра чуть-чуть оставили. И вот держался крайне право, насколько мог. Ну, мне кажется, я уже чуть-чуть и снес на морду. Когда по краям дороги какие-то столбики, ограждения, вот это все есть, они тебе там помогают. Вот эти столбики, видишь, по ним ориентироваться можно, а без них тяжело. Ждем сигнала. Ждем от него сигнала. Сигнал поступил. Ждем отгонять его. Приговорил. Спасибо. Не было асфальта. Я тоже в 19 году был последний раз. Я даже вообще не узнаю. Река Индигирка здесь протекает в Уснере. Чуть она чадит. Смотри вообще. Как он должен ехать? Я газую, от меня тоже такой же выхлоп идет. Да? Николаю спасибо большое. Спасибо вам. Пойдет туда? Ну да, она, по-моему, такая не такая сильно широкая. Ну все, машинки наши будут отдыхать от такого сильного мороза, дальнего пути. С Аймикона же едем, там вообще было минус 64. Перевал было неприятно, фуры идут, чадят, там за ними ехать тяжело, и там были моменты, когда разъехаться было очень сложно, там в миллиметрах расходились. Ну что, вот наш гостиничный комплекс в Уснере. Здесь внизу очень холодно, но в самом помещении жара. У нас обед. Мирлан приготовил шикарный ужин в виде пельменей. Все по-простому и очень вкусно. Появилась связь, парни не отлипают от телефонов, и я тоже. Ну, шикарная поляна. Кухня. Есть у нас наконец-то теплый туалет. Душ. Ну, комнаты по 3 человека. Вторая партия. Мы вторая партия? Ну ты садись кушать, потом я. Ну я что, это, потерплю. Там ребята заняты пока. Да? Или есть идти? Я хотел. Доброе утро, друзья. Приветствую вас, Уснера. У нас выспались мы наконец-то за последние 2 дня, наверное, да, очень хорошо отдохнули, горячий душ приняли, ну все хорошо. А сегодня по плану у нас знакомим вас с человеком, который зашел на Эверест. Он живет в Уснере. И потом выдвигаемся по маршруту. Уснера. Небольшой поселок на северо-востоке Якутии. Административный центр Аймиконского улуса. Он расположен у слияния рек Индигирка и Нера, в окружении гор и суровой северной природы. Уснера была основана в 1937 году как рабочий поселок для освоения золотоносных месторождений. Одна из самых главных особенностей поселка – это его климат. Зимой температура здесь может опускаться до минус 50. Второй же особенностью является транспортная роль. Уснера – важный узел на Колымской трассе. Сегодня здесь живет около 6000 человек. В поселке есть школы, больница, культурный центр и вся необходимая инфраструктура для жизни в условиях Крайнего Севера. А теперь мы с командой направляемся в администрацию.
Наша цель узнать, какая инфраструктура создается для туристов. И именно здесь мы встречаем человека, которым гордится не только район, но и вся республика. Евгений Кривошапкин. Первый и пока единственный представитель народа Саха, покоривший вершину мира Эверест. Сильный духом, настоящий северянин, человек, который доказал, что для якутского характера нет недостижимых высот. Проезд по трассе Колыма, несмотря на то, что там уже убрали и прижимы опасные, заячью петлю, и она уже не такая, как была раньше, все равно это экстрим. Вот это вот проезд. Плюс очень долгий перегон. Очень долго ты едешь, у тебя ничего просто. Между Слишком населенными пунктами там. У нас скалы Киселях есть, и в этом году вот экстремальное восхождение сделали на пик Афродиты. Ну пока мы минус 40 попробовали, да? А вот сейчас уже планируем на более низких температурах. Минус 50 можно. Если вообще повезет, минус 60. Самое главное здоровье же. И угадать это погоду надо. Да, погода это очень большое дело. Подготовки Ну, погода. Я постоянно же по горам, туда-сюда. Ну, поэтому, да, это подготовка была. И я беспокоился от этого, от здоровья. Там же очень, спокойно можно подхватить там. Или горло заболеет, или живот там. Ну, получается, первый Я человек, сам якут, да. который покорил Эверест. Да. И единственный. Да, пока. По ценам на топливо по всей республике Саха Уснера самое дорогое место. Тикси даже чуть дешевле, чем в Уснере. Под завязку заправиться называется вот так. 275 литров на борту. Сейчас отъехали с заправки, вот буквально рядом находится. Там дизельное топливо стоит 115 рублей. Здесь мы через дорогу буквально уже за 104. Надо сравнивать, почему тут такая большая разница. Кусочек асфальта, который от заезда до выезда Уснера закончился. Пошла привычная нам грунтовка колымская. Говорим спасибо Уснере за гостеприимство и за новые открытия, за знакомство с хорошим человеком. И двигаемся дальше по маршруту. На этом, друзья, наша якутская часть экспедиции подходит к завершению. До границы регионов остаются считанные километры. Дальше нас ждут Магадан и Камчатка. Подводя итоги этих 3 дней, можно с уверенностью сказать, туризм Республики Саха развивается в правильном направлении и делает это уверенными большими шагами. Во многом благодаря людям, которые не просто работают в отрасли, а буквально тянут ее вперед. Таким локомотивом, безусловно, является Тамара Егоровна и целый ряд энтузиастов на местах. Якутия давно и заслуженно популярна в зимний период. Как однажды точно подметил мой хороший друг, якуты – первые в мире, кто научился монетизировать экстремальный холод. И сегодня это уже не просто фраза, а работающая туристическая модель. Со своей стороны мы предлагаем новый подход к путешествиям по Дальнему Востоку. Не кольцевой маршрут, а линейный. За одну поездку сразу 2 региона. Старт Якутск, финиш Магадан, или же наоборот. Суть нашей экспедиции заключается именно в этом. В проработке полноценного туристического маршрута, который объединяет 2 соседствующих региона. Создает логистически выверенное путешествие и открывает новые возможности, как для туристов, так и для регионального развития. Это не просто дорога, а это маршрут будущего. Собак покормили в такой мороз, теперь можно ехать дальше. Холод. Новый регион, место духом Баяная, кормим их посланников. Опа! Вот ты какой злой, а! На. Оп, держи. Ай, молодец. Поехали. Друзья, мы покидаем республику Саха-Якутия. Стелла, Якутский АССР, еще со времен Советского Союза. Въезжаем в Магаданскую область. Мы теперь в другом регионе. Едем в Магадан. Голодные бедолаги, оладушки все съели. Я даже не смог на землю положить. Дубак. Влажность еще, похоже, выше, прям очень холодно. Вот на границе, прям как раз Якутской и Магаданской области, домик стоит, с печки дым валит.
Собаки оттуда сразу пришли. Знаете что, если машина остановилась, что-нибудь вкусненькое им. Хотели магаданскую землю духов покормить, а покормили собак. Ну, это тоже нормально. В Якутии при каждом улусе есть такие места знаковые, где духу Баяная, духу дороги, духом земли оставляют подношения. Это в основном ладушки, либо сигареты, либо вообще что есть у тебя, чем ты, там, конфетки. В общем, когда тоже путешествуешь, надо соблюдать традиции, обычаи местных народов. Если кто-то местный увидел, он тебе как минимум свое уважение выскажет, и как максимум у тебя тоже будет внутреннее как-то такое спокойствие, что ты защищен, благословлен этими землями. Давай. Чуть-чуть вытянули. Ну мы все, это спуск пошел, да? Перевал?